Здравствуйте, на телеканале «Новый век» программа «Вызов 112». В студии Сергей Хайдаров. И сегодня мы расскажем, как в центре Казани автомобиль превратился в груду металлолома. Я тронулся на зеленый сигнал светофора, ну и вот стал выезжать, и тут удар. Моментальное наказание за нарушение правил движения. Разворачивался через сплошные. А также зашел, взял деньги и ушел. Убегая, он разбил вот этот стекло плечом, убежал. Ограбление магазина сняла камера наблюдения. Это и не только прямо сейчас. Toyota и Volkswagen столкнулись сегодня утром на пересечении улиц Московской и Тази-Гизата. Удар был такой силы, что немецкий автомобиль практически лишился всей передней части. На место аварии пришлось вызывать бригаду медиков. О причинах и последствиях расскажет Айрат Назипов. Для того, чтобы так развернуть, какая нужна кинетическая энергия, да? Авария произошла в утренний час пик. Тем удивительно, что при таком количестве машин оба автомобиля не задели других участников дорожного движения. Удар был такой силы, что на место аварии пришлось вызывать скорую помощь. У меня был пассажирка Марина. Она была пристегнута, но, видимо, от удара у нее случился ушиб. Ее увезли. Ее не увезли, ей оказали помощь, местную помощь, и она ушла своими ногами. В другой машине находились маленькие дети, однако никто из них не пострадал. Чтобы малолетние пассажиры не замерзли, мама отвела их в теплое место. О том, как произошла авария, рассказал все тот же водитель такси. Я двигался со стороны Правобулачной по улице Тази-Гизата. Я тронулся на зеленый сигнал светофора. Но так, как видите, тут угол дома, может быть, женщина, которая меня сбила, она, может, не видела, потому что немножко дальше там зебра находится. Ну и вот стал выезжать, и тут удар. Свою правоту водитель такси намерен доказывать не только словами, но и показаниями очевидцев, поддержавших его версию. Кроме того, перекресток оборудован видеокамерами. Возможно, что запись сыграет решающую роль в определении истинного виновника ДТП. Айрат Назипов, Ильнар Хатыпов, вызов 112. Желание развернуться в неположенном месте стало причиной крупной аварии на улице Мусина. Там столкнулись две «Лады» 14-й модели. Участники аварии сильно затруднили движение для остальных водителей. Как и откуда совершался злосчастный маневр, знает Рамиль Шайдулин. Разворачивался через сплошные. Водитель серой «Лады» рассказал, что в произошедшем считает виновным второго участника аварии. Говорит, мол, этот водитель хотел с автобусной остановки, расположенной на улице Мусина, развернуться в сторону проспекта Ямашева. Однако такой маневр был там категорически запрещен. Проезжая часть разделена двумя сплошными линиями. И в тот момент, когда «Лада» ехала прямо по Мусина в сторону улицы Чуйкова, ей в правый бок и пришелся сильный удар. Никто у вас не пострадал? У них тоже все нормально. В результате аварии, к счастью, люди не пострадали, а вот автомобили же были сильно повреждены. У предполагаемого виновника смята передняя часть, а у второго участника правая сторона машины. А он свою вину признает? Водитель «Вишневой Лады» свою вину признал полностью, однако комментировать произошедшее не захотел. Участники аварии остались дожидаться автоинспекторов. Рамиль Шайдулин, Нафиса Минязова, Ильнар Хатыпов, вызов 112. Крупная авария произошла сегодня днем возле деревни Бирюли в Высокогорском районе. По предварительной версии, там столкнулись Nissan Тиида и ВАЗ-2107. Медикам скорой помощи пришлось госпитализировать 3 человек. Один из автомобилей перевозил металлические трубы, которые после удара насквозь прошили обе машины. Транспортные средства получили сильные повреждения. Детали аварии уточняются. В Татарстане будут судить бывшего следователя, экс-сотрудника отдела МВД по Чистопольскому району 38-летнего Вячеслава Борисова. Подозревают в служебном подлоге и превышении должностных полномочий. По версии следствия, в апреле этого года Борисов возбудил уголовное дело по факту присвоения денежных средств коммерческой организации в размере 253 тысяч рублей. В дальнейшем обвинение в совершении преступления было предъявлено ее бывшему сотруднику. Поскольку ущерб в добровольном порядке возмещен не был, в целях повышения такой статистики мужчина договорился с неустановленным лицом о представлении ему расписки, подготовленной якобы от сотрудников указанной фирмы. В ней полицейский в дальнейшем поставил свою подпись, после чего приобщил ее к материалам уголовного дела. Свою вину бывший полицейский не признал. В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Санкции каждой статьи предусматривают максимальное наказание в виде 4 лет лишения свободы.
В Татарстане задержали преподавателя Бугульминского филиала Казанского национального исследовательского технологического университета, 66-летнего доцентра кафедры технологических машин и оборудования. Нину Миндиярову подозревают в получении взятки. По версии следствия, весной этого года женщина приняла от студентов учреждения незаконное денежное вознаграждение в размере 30 тысяч рублей за сдачу контрольных, курсовых работ и зачета по преподаваемому ею предмету. Свою вину Миндиярова не признала. Решается вопрос об избрании в отношении нее меры пресечения. 57-летний мужчина скончался в результате падения в колодец, предназначенный для корректировки подачи воды. Трагедия произошла сегодня днем в Тукаевском районе. На место прибыли пожарные из села Тлянчет-Такмак, а также огнеборцы набережно-Челнинского филиала поисково-спасательного отряда. Они достали тело погибшего с 2-метровой глубины и передали полицейским. Причину смерти мужчины придется установить специалистам. Зашел в магазин, вытащил из кассы деньги, несмотря на сопротивление продавца, и сбежал. Все произошло поздним вечером, прямо перед самым закрытием торгового павильона. Оказать действенного сопротивления грабителю девушка-кассир не смогла. Молодой человек сбежал, правда, оставив следы преступления. Кроме того, все произошедшее было снято на камеру видеонаблюдения магазина. Съемки посмотрела Нафиса Минязова. Шатающейся походкой мужчина заходит в магазин и прямиком направляется к кассе. Бесцеремонно ее открывает и вытаскивает деньги. Девушка-кассир хоть и испугалась, но попыталась ему помешать. Все это сняла камера видеонаблюдения. Посетителей в торговой точке не было. Все произошло перед закрытием павильона. Похитить молодому человеку удалось 8 тысяч рублей. Сотрудники магазина до сих пор напуганы. Нападавший не пытался спрятать лицо, вел себя неадекватно. Им показалось, что грабитель был либо пьян, либо под действием наркотических средств. Убегая, он раскрыл вот этот стекло, плечом убежал. Перед закрытием прямо он был то ли наркоман, то ли что, глаза у него были мутные. Сейчас полиция устанавливает личность мужчины, подозреваемого в грабеже. Его лицо хоть и не четко, но все же видно на съемках камеры видеонаблюдения магазина. Нафиса Минязова, Светлана Шумкова, Фахри Исламов, вызов 112. Как разнообразить показ мод, почему стоит всегда оплачивать за проезд и что нужно сделать, чтобы обрушить самооценку грабителю? Ответы на эти вопросы вы узнаете в рубрике «Сплошные проколы». Чтобы прославить фестиваль на весь мир, достаточно впустить на подиум бездомную кошку. По крайней мере, так произошло на показе мод в Турции. Оказавшись между девушками, животное отвоевало внимание зрителей, которые, судя по всему, уже и не знали, на что смотреть. А вот этот слоненок, наоборот, всячески избегал всеобщего внимания. Но назойливого туриста это не остановило. Желая сделать фотографию с животным, он очень скоро понял, что ему тут не совсем рады. А не желающие оплачивать проезд пассажиры транспорта в Иваново не стали дожидаться пинков. Вместо этого они устроили побег от кондуктора весьма необычным способом. Вот только закончилось для них все это не так весело, как начиналось. Чувствовать себя глупо пришлось и этому грабителю. Мужчина в маске с оружием в руках зашел в кафе, чтобы потребовать от владельца выручку. Однако тот вместо выполнения требований полностью проигнорировал поведение грабителя и продолжил выполнять свою работу. Неудавшийся налетчик, видимо, обидевшись, ушел восвояси. Возможно, поднимать упавшую самооценку. Анна Городнова, вызов 112. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Обо всех происшествиях вы можете сообщать нам по телефону 570 50 50 или на мобильный 898 69 112 112. Это можно сделать и в наших группах в социальных сетях. Туда же можно присылать и снятые вами видео. В студии был Сергей Хайдаров. До встречи. И не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.